Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как двое молодых людей были задержаны, копаясь в свежевыпавшем снегу. А вот это вот круг, вот они ее в итоге нашли. Что они искали? Покажем, в каком состоянии сел за руль водитель иномарки, протаранивший два автомобиля на улице Вишневского. Снимать меня не имеет права никто. И зачем он в такую поездку взял с собой ребенка? А также кредит на сделку года. Обманул кого? Продал монеты. А сколько? 504 тысячи. Мужчина потерял 500 000 чужих рублей, желая заработать на золотых монетах. Это и не только прямо сейчас. 14-летняя школьница выпала из окна гимназии с высоты 3-го этажа. Инцидент произошел сегодня днем в Набережных Челнах. Восьмиклассницу доставили в больницу с переломами ног. Сейчас прокуратура проводит проверку. Известно, что девочка проживает в Тукаевском районе. Обстоятельства произошедшего выясняются. Надзорное ведомство совместно с коллегами из прокуратуры Тукаевского района проверит соблюдение требований законодательства, администрации школы и другими органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Женщина погибла сегодня под колесами поезда в Заинском районе. Трагедия произошла на 124-м километре железнодорожного перегона Светлое озеро. Личность погибшей установить пока не удалось. На вид ей 50-55 лет. Все обстоятельства произошедшего еще только предстоит выяснить. 3 человек, 2 девушек и мужчину сбил сегодня в Нижнекамске водитель фуры. ДТП произошло на промзоне напротив поликлиники. Водитель многотонной машины рассказал Юлии Гоголевой, что пытался избежать наезда, но было уже поздно. Страсть, ужас. И стаж вождения большой, 42 года, и пешеходов видел, и скорость небольшая, всего 30 км в час. Но наезда избежать он не смог. Люди шли по переходу, светофор мигал желтым. Я им еще посигналил, переключился на пониженную передачу, посигналил им. Они как шли тихонько, просто простым шагом, так и шли. Я тормознул, и машину стало заносить. Неуправляемый грузовик сбил 3 человек. Одной девушке удалось отскочить в сторону. Были извлечены они, очевидцами. По приезду, мы организовали перекрытие дороги, встречу карет скорой помощи в количестве 2 единиц и передали пострадавших в скорой помощи. Очевидцы считают, что наезда можно было избежать, если бы светофор работал исправно. Все пострадавшие сейчас находятся в травматологическом отделении. В результате наезда они получили переломы. Степень вины каждого из участников происшествия установят автоинспекторы. Юлия Гоголева, Вера Муратова, Булат Абдульманов. Вызов 112. В результате аварии в новогодние праздники погиб 1 человек. Жизнь 51-летней пассажирки «Шевроле» унесло лобовое столкновение с «Тойотой» между Чистополем и Аксубаево. 8-летний пассажир той же машины был доставлен в больницу. Всего с начала года в Татарстане произошло 86 ДТП. 117 человек пострадали. 2 аварии спровоцировали нетрезвые водители. В минувшем году за время новогодних каникул виновниками столкновений были 14 пьяных водителей. А накануне из-за снежной метели в 10 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек. Нетрезвый водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и протаранил 2 иномарки сегодня днем на перекрестке улиц Вишневского и Достоевского. При этом в машине предполагаемого виновника находился маленький ребенок. С места происшествия Нафиса Минязова. Я ему бибикал, чтобы он остановился. Он остановился в моей машине. Она стояла в левом ряду, ждала, когда загорится зеленый свет. И тут сильный удар в Nissan Qashqai врезался Hyundai Solaris, водитель которого поворачивал на Достоевского с улицы Вишневского. И, не вписавшись в поворот, вылетел на встречную полосу. После этого столкновения легковушку отбросила на Kia Cerato. Почувствовал удар, посмотрел. Я думал, сзади въехали. Посмотрю, Hyundai стоит. Вышел, посмотрел. Еще одна машина, Nissan. В итоге понял, что он. Водители вышли из машин, стали спрашивать у мужчины, управлявшим Hyundai, как так случилось, но адекватного ответа от него не получили. К тому же предположили, что мужчина сильно пьян, его выдавали и поведение, и запах. Согласен, но снимать меня не имеет права никто. Автоинспекторы предложили мужчине пройти экспресс-тест на алкоголь. Алкотестер показал наличие почти 0,9 миллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого воздуха.
В автомобиле нетрезвого водителя была его маленькая дочь, которая, к счастью, не пострадала и отделалась лишь легким испугом. Ее забрала супруга предполагаемого виновника, которая, приехав на место происшествия, устроила ему скандал. Сейчас мужчине грозит лишение прав на долгий срок и крупный штраф. Машина будет отправлена на штрафстоянку. К тому же оплачивать ремонт из своего автомобиля и разбитых им машин мужчине, вероятно, в конечном итоге придется самому. Нафиса Минязова, Наиля Абдулин, вызов 112. Нетрезвый водитель «Лады» 14-й модели попал в аварию на улице Фатыха Амирхана. Автомобилист не справился с управлением на мосту и въехал сначала в левый металлический отбойник, а затем и в правый. Мужчина не пострадал, однако у него имелись признаки алкогольного опьянения. Проведенный на месте экспресс-тест лишь подтвердил все подозрения. Прибор показал 1,338 миллиграммов чистого алкоголя в литре выдыхаемого водителем воздуха. Машину отправили на штрафстоянку, а мужчине теперь предстоит забыть о вождении на ближайшие годы и заплатить внушительный штраф. 14 человек погибли в огне во время праздников. Двое из них – пожилая семейная пара. Жители Челнов погибли накануне, в завершающий день новогодних каникул. Всего в республике с начала года случилось 111 пожаров. Первый вспыхнул в саму новогоднюю ночь в Нижнекамске. К слову, год назад жертв огня было гораздо меньше. В новогодние праздники 2020 года погибли 8 человек. Двух жителей Зеленодольска задержали полицейские, когда они копались в свежем снегу. Полицейским это показалось подозрительным. Улица Пригородная, рядом с дорогой, не самое многолюдное место. Время почти 22 часа. Снег копали лопатой, быстро, при этом нервничая и озираясь по сторонам. Айрат Назипов расскажет, что искали. Один молодой человек что-то откапывал из снега рядом с проезжей частью на улице Пригородная, активно работая лопатой. Другой озирался по сторонам. Полицейским это показалось странным. Все было похоже на поиск закладки с наркотиками. Молодых людей задержали, но при них ничего не нашли. Но рядом с лопатой был кусок гофрированной трубки. Внутрь было что-то засунуто. А вот эта вот трубка какая-то вот... Вот, они ее в итоге нашли. А что там, вы не знаете? Оба задержанных жителя Зеленодольска. Один из них объяснил, что целенаправленно шел вместе с другом забирать наркотики, так сказать, за компанию. При этом сам ничего брать не собирался и никакого закона, говорит, не нарушал. Его товарищ при этом сперва все отрицал. А это ваши вещества? Не ваши? А что? Нет, а что задержали-то вас, вы знаете? Впрочем, при понятых он все же признался, что хотел откопать закладку, но цели не добился. Якобы так ее и не нашел. Помогли полицейские. Стражи порядка изъяли и сам кусок трубки со всем содержимым, и инструмент, которым ее откапывали. Что было внутри, установит экспертиза. Обоих задержанных доставили в отдел полиции. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Айрат Назипов, Константин Буршуев, вызов 112. С убытков начался год для 38-летнего жителя набережных Челнов. Он, предвкушая хорошую прибыль, взял в кредит 500 тысяч рублей. Совершил, как считал, потрясающую сделку. Она его действительно потрясла, когда мужчина узнал, что несколько десятков монет, которые он покупал как серебряные и золотые, на самом деле стоят как обычный металлолом, из которого и изготовлены. Рамиль Шайдуллин о золотом обмане. Обманул кого? Продал монеты. На сколько? 504 тысячи. Содеянно раскаетесь? Раскаиваюсь. Сожалею. Еще несколько дней назад этот мужчина за пару часов заработал столько, сколько среднестатистический татарстанец за год. Но только, как выяснили полицейские, незаконно. Перед этим в правоохранительные органы обратился 38-летний мужчина и рассказал, его обманули. В поселке Зяб к нему подошли двое незнакомцев и предложили купить 6 монет и ложечку чистое серебро. Выхода другого, сказали, просто нет. Кушать не на что. Поэтому и продают всего за 4 тысячи. Мужчина их купил, и после этого ему показали то, что назвали настоящим сокровищем. Монеты, тоже чистое серебро и золото. Понятно, что на слово тут никто не поверит, поэтому и пошли в ближайшую ювелирную мастерскую. Эксперт подтвердил, монеты из драгоценных металлов. Представив возможную выгоду, мужчина тут же взял кредит. 500 000 рублей. Заемными деньгами мужчина расплатился за монеты серебряного цвета в количестве свыше 70 штук и более 60 золотистого цвета. После покупки челнинец решил еще раз провести оценку своего приобретения. На этот раз ювелир заключил, что монеты и ложка не имеют никакой ценности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейские установили личность одного из подозреваемых. Это 24
34-летний житель Челябинской области. В обмане он сознался, ущерб челнинцу возместил. Рассказал, что монеты сувенирные, купил их оптом в Москве. Его товарища стражи порядка также задержали. Он подозревается в совершении аналогичных преступлений. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.